Здравствуйте, я Алпспаева Лязат Кудайбергеновна. Я являюсь преподавателем общеобразовательных дисциплин Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента. Тема сегодняшнего урока – казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года германская армия с всей своей мощью обрушилась на советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии и Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В первый же день войны было объявлено о всеобщей мобилизации. Военнообязанных введено военное положение в западных районах страны, были образованы Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный фронты. С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах советские воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Беспримерный героизм в первых боях показали защитники крепости Героя Бреста, среди которых были представители более 30 наций и народностей СССР. Мужество и отвагу проявили защитники крепости казахстанцы, рядовой Мусурупов, политрук Лобанов и младший сержант Абдрахманов. Среди стрелков и пулеметчиков гарнизона крепости отлично зарекомендовали себя сержант Иманкулов, курсант полковой школы Горяков, лейтенант Наганов, артиллеристы-минометчики Жуматов, Фурсов, Баталов и многие другие. В 1965 году Брестской крепости присвоено звание Героя крепости. Казахстанцы в боях за Москву. К осени 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и часть Украины, блокировали Ленинград и Крым. Опасность, нависшая над Отечеством, возросла. В немецких штабах завершилась подготовка к операции «Тайфун» с целью взятия Москвы. Наступление группы армий «Центр» началось 30 сентября. В сражении участвовало более 75 вражеских дивизий, в том числе 23 танковых и моторизованных. Советские вооруженные силы, преодолев огромные трудности, выстояли, сумели мобилизоваться и нанесли врагу первое крупное поражение под Москвой. Большую роль здесь сыграла прославленная 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова и полкового комиссара Егорова. Весь личный состав героически отражал бешеный натиск танковых частей противника. Храбро и мужественно дрались с врагом с 26 октября по 18 ноября воины 316-й стрелковой дивизии. 18 ноября бесстрашный генерал Панфилов, командир дивизии, пал смертью храбрых. Находившийся в 1075-й группе политрук роты Клочков произнес вошедшие в историю слова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». В неравном бою почти все 28 панфиловцев погибли, но танки врага не прошли. Всем 28 гвардейцам панфиловцев было присвоено звание Героя Советского Союза. В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы стрелкового полка под командованием Карпова и батальона под командованием старшего лейтенанта Бауржана Мамушолы. После начала Великой Отечественной войны в городе Алмате начала формироваться 316-я дивизия под командованием генерал-майора Панфилова. В конце июня старший лейтенант Мамушулы был назначен в нее командиром батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка. После завершения формирования в Алмате в конце августа убыл с дивизией на фронт. В сентябре 1941 года с дивизией был передан в 52-ю отдельную армию и строил оборонительный рубеж у Малой Вишеры. Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауржан Мамушулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать немцев на данном рубеже, после чего старший лейтенант Мамушулы вывел батальон из окружения боеспособным. Героический боевой путь батальона под командованием Бауржана Мамушулы описан в художественной исторической книге Александра Бекова «Волоколамское шоссе». В 1990 году Бауржан Мамушулы посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В течение месяца, ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы разгромили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии гитлеровской армии.
Легендарные подвиги в битве под Москвой Родина отметила преобразованием 316-й стрелковой дивизии в 8-ю гвардейскую и награждением орденом Красного Знамени. По просьбе личного состава она получила имя своего славного командира Панфиловской дивизии. За смелые и умелые действия в снежном походе от Старой Руссы до Холма дивизия была удостоена ордена Ленина. За активное участие в изгнании врага из Восточной и Центральной Латвии награждена почетным званием Рижская. За героизм в освобождении Риги награждена орденом Суворова второй степени. Навсегда останется в памяти бойцов подвиг Тульгена Тохтарова, который ворвался в штаб немецкой части села Бородино и уничтожил 5 немецких офицеров. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Группа автоматчиков под командованием политрука роты Малика Габдуллина, подбив вражеские танки, вывела свои подразделения из окружения. За боевые подвиги в боях с немецкими фашистами Габдуллину было присвоено звание Героя Советского Союза. На берегах Оки у деревни Воронина под Серпуховым погиб автоматчик 238-й стрелковой дивизии, сын казахского национального героя Амангельдейманова Рамазан Амангельдиев. В своей последней и неравной схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. Грандиозная битва под Москвой завершилась победой советской армии. Историческое значение битвы за Москву, сокрушительный провал операции «Блицкриг», крушение мифа о непобедимости гитлеровской армии, захват советской армии стратегической инициативы, начало коренного поворота в ходе Великой Отечественной войны. Героическая эпопея Ленинграда занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. В наступлении на город Ленинград враг бросил более миллиона солдат и офицеров, свыше 17 тысяч орудий и минометов, около 1500 танков и 2000 самолетов. 900 дней Ленинград находился в блокаде, погибли сотни тысяч жителей и защитников города, абсолютное большинство которых стало жертвами первой, самой тяжелой, голодной и холодной блокадной зимы. Воины-казахстанцы мужественно сражались у стен Ленинграда. С 9 сентября 1941 года активно участвовали в обороне и прорыве блокады Ленинграда 310-я стрелковая, а несколько позднее 314-я дивизии, сформированные в Казахстане. Многие казахстанцы приняли участие в обеспечении связи блокированного города с Большой землей, со всей страной. В боях по прорыву блокады вокруг города на Неве умело руководили боевыми действиями воин-комсомолец, командир отделения 5-й стрелковой роты 1236-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Койбагаров. В тяжелые сентябрьские дни 1941 года казахский народный поэт Джамбыл Джабаев обратился к ленинградцам с пламенной песней: «Ленинградцы, дети мои, мне в струе степного ручья, ленинградцы, гордость моя, виден отблеск Невской струи». Песня Акына явилась подлинным гимном дружбы. Устами мудрого казахского певца писала «Ленинградская правда». Осенью 1941 года вся великая страна говорила: «Я с вами, ленинградцы». В 1943 году в январе была прорвана 900-дневная блокада Ленинграда, а в 1944 году Ленинградская область была полностью освобождена от фашистских захватчиков. Историческое значение обороны Ленинграда. Крупное поражение фашистской Германии, яркое проявление героизма и дружбы между народами. Народ Казахстана с первых же дней войны, выполняя свой долг, пополнял ряды действующей армии. В Казахстане за время войны в армии было призвано более 1 миллиона 400 тысяч казахстанцев. Это каждый 4-й взрослый житель Казахстана. С первых дней войны повсеместно происходило формирование воинских соединений и частей. В Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков. Советские воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, с первых же дней Отечественной войны на всех фронтах вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками.